столице Грузии в воскресенье 9 апреля прошел оппозиционный митинг, цель которого смена власти на прозападное правительство. Зная, что оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, дестабилизировав ситуацию на границе, СГБ Абхазии ввела временные ограничения на пересечение госграницы с Грузией. Сегодня эти ограничения уже сняты. О том, какая обстановка сейчас в Галском районе, пообщаемся с главой администрации района Константином Пилия. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Здравствуйте, Бела. Итак, что бы вы могли сказать об обстановке в Галском районе? Каким-то образом сказалось то, что происходило вот вчера в Грузии, на ситуации, которая была в Галском районе вчера и сегодня? У нас обстановка нормальная, стабильная, рабочая, люди живут, работают, и особых желающих перейти границы и участвовать в этих митингах в Гальском районе не было. Но службы предусмотрительно заранее ввели ограничения, если кто-то будет спровоцирован на такие действия, или студенты, которые учатся в Грузии, будут привлечены. Дабы не допустить этого всего, мы временно ввели ограничения. А вообще вы считаете, что стоило это сделать, подстраховаться в связи с тем, что вообще есть такая практика, что студентов, допустим, с Галского района, молодежь каким-то образом втягивают во все эти процессы, которые там происходят? Конечно, такие случаи бывали ранее, потому что дети бывают, наши дети гальские поступают в вузы в Грузии. Потом их находят всякие неправительственные организации, вовлекают в себе, и все равно детям надо ходить на учебу, они из страха, что их потом там будут какие-то на них введены санкции или ограничения, или еще чего. И иногда такие участия гальцев в единичных случаях было. Но на сегодняшний момент мы видим, что и желающих особо не было, и вообще не было, никто не обращался с просьбой перейти. Люди восприняли это спокойно, нормально. Сложилась такая ситуация. Но мир меняются руководители. Есть, как говорится, адекватные, если не очень, которые хотят спровоцировать войну. Но сегодняшнее правительство Грузии, насколько мы видим и слышим, и средств массовой информации, декларирует, что они не хотели бы, чтобы тут был разъят второй фронт, и была война губительная. Вот такие вот меры были приняты. Переходил вообще кто-то границу? Насколько мы знаем, в гуманитарных целях разрешили бы. Были какие-то люди, которым нужно было перейти? Нет, не было. По медицинским показаниям, в медицинских целях про границы пропускали бы, конечно же, и скорой помощи, и заявителей сильнее по болезни. Таких обращений не было. Период был 3-дневный буквально. Скажите, пожалуйста, как вообще, такой немножко, может быть, не совсем напрямую связанный вопрос, как в Галском районе местные власти стараются молодежь все-таки привлечь к жизни именно внутри нашей республики, чтобы они не смотрели за границу туда? Это комплексная работа, связанная еще и с документированием, хочу это подчеркнуть. Дети должны знать, и родители их должны знать, что ребенок, рожденный в Республике Абхазия, в роддоме, прошедший детский сад, школу, мы, я думаю, обязаны их сделать гражданами. Пока нам законодательство это не позволяет. Парламент приступил к рассмотрению этого вопроса, и какие-то подвижки мы в этом направлении ожидаем. Потому что это очень животрепещущая тема, это важная тема, и когда родители знают, что его ребенок в этой стране, на своей родине, его перспектив не имеет, конечно, они будут смотреть потом и на восток, и везде, и будут стараться, конечно, выехать, чтобы где-то быть уже такими легальными гражданами той или иной страны. Эту легальность гражданства необходимо дать нашим детям, рожденные тут у нас в республике. Это наша необходимость и данность, которую мы должны решить. Сейчас в парламенте уже комитетские слушания там проходили. Я был участником комитетских слушаний. Там был ряд вопросов, связанных и с этим. Я пока не знаю, к чему это приведет и какое решение примет парламент. Но то, что депутаты это обсуждали, и все высказали, что они понимают эту серьезную тему, и необходимы нам в этом случае подвижки. Касается еще и документирования, те виды на жительство, которые людям выдали, они имели 5-летний срок. Для человеку можно выдавать вид на жительство после
10 лет проживания. Вот 5 лет закончилось, и у них, вот, чтобы доказать, что они жили тут и ранее, и 10 лет назад, и 15, нужно, чтобы принимали паспортные столы к сведению, или справки, что они обучались в школах, или справки, что они много-много лет работали в администрациях, в сельских администрациях. Вот это нужно. Но пока у нас МВД берет ко вниманию только штамп по прописке. Что неверно. Этот вопрос тоже рассматривается. Ну, Тоже у рассматривается. парламентариев... В ближайшее время будет... Какое-то единогласие в этом вопросе? Или... Да, там, в этом вопросе недогласия. Все понимают, у нас не было мнений, были какие-то шероховатости, тонкости механизма. По механизму. А в общеконцептуально, конечно, депутаты понимали, что это важная тема, это и в общественной палате понимают, и депутаты понимают. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем решить этот вопрос. Скажите, вот если говорить о временном ограничении пропуска, да, через границу государственную с Грузией, были ли какие-то отзывы, не знаю, какие-то оценки негативные или того, что Абхазия пошла на такой шаг? Я понял ваш вопрос. Мне в этом неизвестно. Мне таких, насколько мне информирован, я таких заявлений не было. Конечно, может быть, оппозиция что-то и скажет грузинская, и те силы, которые хотят вовлечь в Грузию в организации Второго фронта для России, возможно, они что-то и говорили, и скажут, но для нас это не аргумент, мы это и не читаем. Официальных властей Грузии заявлений не было. А как вообще контролируется ситуация на границе с Грузией? Потому что, на самом деле, да, сейчас разные мнения там внутри, да, государственная линия одна, оппозиционная линия другая, там и все может и поменяться, и не знаешь, в какой момент. И вот в этой связи, как все-таки в Галском районе идет мониторинг того всего, что там происходит, и какова готовность, не знаю, силовых структур, местных властей? Да, скажу. Мониторится ситуация не только на границе между Абхазией и Грузией, мониторится ситуация и вглубь собой, всей Грузии. Все это прослеживается в случае перемещения чего-то там, родов войск, скопления людей. Все это мониторится, службы все ведут работу и нашими партнерами, и нашими службами, что в этом отношении ситуация спокойна. Существует горячая линия госбезопасности, где обсуждаются вопросы, когда были ковидные вопросы бандитизма, терроризма. Такая горячая линия существует через неправительственную организацию, через правоохранительную организацию. Есть это, и есть связи, где-то обсуждается, и мы видим, что на сегодняшний момент в Грузии адекватное правительство, которое четко понимает, что Второй фронт и очередная война не принесет никому ничего хорошего. Мы 30 лет все тут оклематься не можем, как говорится. Приходим в себя после этой войны. Если что-то повторится, то навряд ли тут на Кавказе будет мир. Тут будет только смерть и гибель, и ничего, и разруха. И грузинское правительство это понимает и хочет уберечь свой народ, в чем мы в этом деле и поддерживаем, так сказать. Далека и устно. Понятно. Да. Что бы вы сказали об усилиях местных властей по контролированию ситуации? Если в основном, конечно, контроль и мониторинг, это, наверное, какие-то силовые структуры, подразделения, да, специальные, то сами местные власти, администрация, какие есть, во-первых, рычаги, может, взаимодействие какое-то тесное, как это происходит? По контролированию общей ситуации, что внутри в районе, что это настроение. Это ежедневная работа. Это работа не от случая к случаю. Это постоянная работа, это одни из самых важных направлений. Мы должны все сделать все, чтобы интегрировать население Гальского районного общества. Мы должны сделать так, чтобы гальцы чувствовали себя гражданами страны, гражданами Республики Абхазия, чтобы они пеклись за Республику Абхазия, чтобы они созидали в Республике Абхазия. Это ежедневная работа, это работа отдела образования, это работа отдела культуры, это работа всей администрации. Это один из самых важных вопросов. В противном случае мы получим тут анклав чужого государства. А как взаимодействуете с силовыми структурами в этом плане? То у нас постоянный контакт, есть трехсторонние наши встречи, присутствуют наши службы. Они регулярные, эти встречи?
они регулярно, с периодичностью раз в месяц мы собираемся, обмениваемся данными, если нужно там проводить какие-то работы, мы их согласовываем, какую-то работу проводит информационная администрация, какую-то работу проводит служба госбезопасности, какую-то милицию, мы вот так вот распределяем между собой те или иные работы. И вот эти работы все проводятся, они на постоянной основе, и самых базовых и необходимых вещей, потому что за тот период, когда граждане были лишены гражданства географически, и люди все это понимают, это было несправедливо, гражданство надо лишать по причине, и каждый надо рассматривать индивидуально. Все это уже в прошлом, сейчас я не даю оценку, но будущее мы должны строить в другом формате. Мы должны делать, что наши дети чувствовали себя в Кальском районе хозяевами земли, хозяевами вместе со всем народом и вместе созидать на благо Республики Абхазия. Вот это чувство мы должны им привить. Спасибо. Спасибо вам большое за интервью. Об обстановке в Галском районе республики и о том, как контролируется ситуация на границе с Грузией, мы говорили с главой администрации Галского района Константином Пилия.